Здравствуйте, дорогие телезрители! Большой автомобильный уикенд пришелся на 31 марта и 1 апреля в Якутске. О нем рассказ в этом выпуске «Экса». Начнем с республиканских ледовых автогонок «Полярная звезда». 31 марта прошел заключительный третий этап. Предлагаю начать с конца, с результатов этих гонок. В так называемом боевом классе лидер прежний – это Владимир Макуха. Я бы сказал, что он победил в этом году за явным преимуществом. А в скобках места спортсменов в двух предыдущих этапах гонок. Первым в этом видеоотчете о полярной звезде мы увидим, как проходит первый круг участники 10-го заезда в классе «Лада Стандарт». Впереди на темной машине под номером 1 Андрей Запорожец. Стартовый номер означает, что второй этап гонки Андрей выиграл. Однако в этом заезде его лидерство будет оспаривать гонщик на красной машине со стартовым номером 6. Это Виктор Созинов. Виктор выиграл старт в этом заезде, однако на первом же вираже зацепил снежное ограждение, машина потеряла скорость и вперед вырвался Андрей Запорожец. Соперничество двух этих гонщиков я бы назвал украшением всего этапа. Как это ни парадоксально прозвучит, если иметь в виду, что стандартные машины менее мощные, менее накрученные, маневренные и скоростные. Но и кураж водителей тоже в соревнованиях играет не последнюю роль. Итак, наблюдаем за красной машиной Андреем Запорожцем и темно-синей Виктором Созиновым. Выход из последнего виража на третьем круге. Впереди финишная прямая, и первым на нее влетает Андрей Запорожец. Но буквально на последних сантиметрах Виктор Созинов его все-таки настигает. Сергей, то, что касается оценки старта сезона, как оцениваете? Только на 5 с плюсом. С плюсом даже? Да, несмотря на все материальные трудности. Гонка состоялась. Финал вы сегодня сами видели, очень красивый был. Все было красиво, на уровне не хуже российских, потому что на сегодняшний день к нам Дальний Восток уже отказывается приезжать, потому что мы их постоянно обыгрываем. Поэтому... Но тем не менее, все-таки очень бы хотелось увидеть когда-то, в будущем году, например, иногородних спортсменов. Это реально, нет? Да, это в принципе реально. Сейчас, где-то примерно в середине июня я поеду в Москву на сессию Российской автомобильной федерации. Я там эти, вопросы постараюсь решить. Первый круг третьего суперфинального заезда в боевом классе. Впереди машина Александра Алясина, четвертого гонщика по результатам двух первых этапов. Однако через несколько секунд зрители не увидят его машины на выходе из этого снежного шлейфа. Увы, смена лидеров, и первым заканчивает первый круг Вадим Данилевский. Вторым идет на желто-зеленой машине Дмитрий Степичев. За ним на белой девятке под номером 7 Виктор Новиков. Положение гонщиков до конца этого заезда останется без изменения. Напомню, по результатам двух первых этапов лидировал Владимир Макуха. В третьем этапе он также участвовал, но так как у него и без того уже было максимально возможное количество баллов, то рваться в лидеры этапа ему было ни к чему. Финал полярной звезды. Что будет в ближайшее время? Гонка на выживание май. И мотокросс тоже май месяц. Традиционная гонка, посвященная 9 мая, Дню Победы, мотокросс. И, естественно, открытие сезона гонки на выживание на полигоне на улице Очищенко.
А это полигон «Патриот» на той самой улице Очиченко. Автомобильный сезон в этом году здесь открылся еще по снегу. 1 апреля прошел джип «Триал». Машины преодолевали, или точнее сказать, должны были пройти 3 секции. Первые 2 на умение водить машину по заданному маршруту при лимите времени в 5 минут на каждом. 3-я секция скоростная. Мы с вами видим, как проходит трассу первый УАЗик пилота Антона Атласова и штурмана Василия Третьякова. Класс УАЗиков, надо сказать, оказался самым малочисленным, всего 4 экипажа. 8 экипажей стартовало в так называемом свободном классе. Трасса у всех машин была одна и та же. Длиннобазовым машинам пришлось нелегко. Судьи учитывали сбитые вешки, наезды на ленты коридоров трассы, и за каждый такой случай начислялись штрафные очки. Однако подлинным несчастьем для половины экипажей стало место, к которому сейчас приближается первая машина. Трассу Барс. Вот такой вот сложный момент вот здесь вот будет для не УАЗиков, скажем. И первый, по-моему, сход. Но в данном случае я могу сказать, что штурман, сейчас вы его видите, выскакивает из автомобиля для того, чтобы помочь каким-то образом, но вот у вас скоро... Второй экипаж сменил тактику. Вы видите, как его штурман Ариан Петухов с рацией направляет действия пилота Романа Залякова. Соревнование — это не только кропотливый труд, но и достаточно такое вот серьезное денежное вливание, поэтому в данном случае пока джип действительно назвать спортом, который можно назвать спортом энтузиастов. То есть здесь действительно надо очень много желания иметь для того, чтобы участвовать в нем, потому что, И вот уже машина выбирается на финиш первой секции. Судья дает отмашку для движения по второй секции. Это та самая секция, где застрял предыдущий экипаж. Ее прохождение мы и сейчас и увидим. разворот. Третий стартовый экипаж благополучно преодолел этот разворот в снегу. И единственный среди УАЗиков получил зачет и стал, соответственно, победителем. Более многочисленным оказался состав участников в свободном классе. Со старта уходит первый экипаж в составе пилота Георгия Иванова и штурмана Владимира Игнатьева. Признаться, когда я увидел, с каким трудом этот Эскуда преодолевал первую же горку, то подумал, ну что возьмешь с паркетного внедорожника. Этакая изящная, перламутровая дамская шкатулка, кинутая хозяином в снег. Но очень скоро я убедился в том, что это не так. Снег на полигоне скосил половину и более серьезных машин. Ну, УАЗиков мы с вами уже видели. За кадром останутся обломы японских джипов. Наверняка экипажи, обиженные снегом, между собой оправдывались, вот если бы на дворе было лето, как это было во время проведения первой джип-триала, но на улице зима. А это подтверждение того, что класс действительно свободный. То есть любой джип, кроме УАЗиков, может в нем быть представлен. Для молодых зрителей это ЛУАЗ. Самый дешевый по всем статьям советский еще джип. За правый объезд, вот, который закрыт сейчас, в общем-то, были дополнительные баллы назначены. Но, наверное, никто там не сможет проехать, поэтому судьи его закрыли просто этот придаток. И сейчас... А вот и моя ошибка относительно способности Эскуда. Все тот же проклятый половиной участников соревнований разворот второй секции Эскуда преодолевает без проблем. Его экипаж на этом триале при хорошем времени набрал минимальное количество штрафных баллов и стал победителем. Ну вот, пожалуй, все об автоуикенде в Якутске. Встретимся завтра.